Первое слово мы представляем Седомету Гемиджи. Ну, еще я хочу сказать, еще одна тема, которая будет сегодня освещаться, это последние события на массиве поляны протеста Красная Горка. Что там на самом деле происходило и происходит сегодня. Поэтому как бы получается сегодня у нас три темы. Первая тема очень такая, на которую мы не могли не отреагировать, почему речь идет сегодня о очернении активистов полям протеста, очернении инициативников полям протеста, которые сегодня, несмотря ни на какие трудности, которые сегодня есть в решении этого вопроса, то есть земельного вопроса полям протеста, несмотря на это, все ведут работу для того, чтобы этот вопрос в скором времени решился. Сегодня вокруг этих людей как информационно создается такой момент, что якобы на этих полянах протеста, которые сегодня идут самостоятельно, которые решают вопрос напрямую с властью, сегодня на этих полянах протеста идет бизнес, идет там, я не знаю, одним словом бизнес, где как бы решаются только личные корыстные интересы этих активистов, этих старших и так далее, и так далее. Но много говорится вокруг этого всего. Сейчас это будет, наверное, на страниц 10 можно накидать, что сегодня говорят о полянах протеста, что сегодня за какие заявления делают. Но мы на это внимание не обращаем, но на это мы обратить внимание не можем. Почему? Потому что это явная провокация, которая сегодня делается деструктивными силами, которые сегодня есть в Крыму, который сегодня будоражит ситуацию в Крыму для того, чтобы помешать новой власти, навести порядок в стране и в Крыму. Это явно видно. Сегодня маломальски грамотный человек это видит, что вот именно все те события, которые сегодня не только крымскими татарами происходят, но и вообще в среде крымского социума, все это провокация. И сегодня вот это такого рода заявления это провокация. Зачем это делается? Зачем это делается? Как мы вот на прошлой нашей конференции и так, в отдельных встречах с журналистами мы говорим, что после того, как Даниэла Аметова посадили в тюрьму, пошли непонятные процессы для нас, для людей, которые стоят на полянах протеста. То есть до этого момента от нас все отнекивались, отбрыкивались, будем так говорить, отдалялись, то есть когда мы обращались к тем или иным общественным организациям, или, допустим, например, если взять конкретно Меджлису, то есть нет, мы с вами вообще никаких дел не хотим иметь. После того, как случилась такая вот ситуация с Даниилом Аметовым, то есть мы начали видеть, что нас провоцируют на конфликт с властью. Нас провоцируют. То есть всякие провокации внутри поля протеста, снаружи. И один мотив: выходите на площадь. Выходите на площадь, выходите на площадь. Когда мы, наш актив, смогли удержать ситуацию, то есть удержать момент, чтобы те деструктивные силы, которые сегодня это делали или делали вот в прошлом с нами, мы не дали возможность, чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму на основе полям протеста, как это было раньше. Я не хочу как бы ударяться в подробности, но те или иные события, которые были при прошлой власти, мы сегодня видим, что как бы это как управляемые процессы были, управляемые процессы, где те или иные политические силы, с которыми сегодня борется правящая власть, эти силы, они хотели использовать именно момент полян протеста для своих корыстных целей. Сегодня, когда мы не дали эту возможность, то есть мы не дали спровоцировать ситуацию, и всякими методами, которые используются против нас, это, вы слышали, наверное, альтернативные собрания, это смена старших,
и установление тех старших, которые сегодня делают то, что им говорят, нету ни своей воли, ни своего мнения, и самое главное, нету желания решить интересов народа. Те, которые сегодня стоят. Вот им сказали, вот делай так, и он делает, несмотря ни на что, даже если это идет вразрез именно с мнением большинства людей, которые стоят сегодня на полянах протеста. И сегодня новая провокация. Новая провокация для того, чтобы показать общественности Крыма, в общем, показать общественности тем людям, которые стоят на полянах протеста, что те сегодня, которые не с нами, то есть, допустим, не с Меджлисом там, или там, не с руководством Меджлиса, это люди, которые, вот, это не те негодяи, которые сегодня используют этот бренд поляны протеста для чисто лично корыстных интересов. И сегодня промолчать мы не можем. Мы не можем. Почему? Потому что самое главное и основная идея нашего присутствия, то есть активистов полян протеста, это интересы народа. Мы каждый вот здесь сидящий, кого сегодня здесь нет, из активистов полян протеста, утвердившиеся и самодостаточные люди. Нам не нужно использовать этот бренд, эту ситуацию для своих корыстных интересов. Не нужно нам это делать. Мы здесь, если взять лично меня, ко мне Даниил Агар много лет назад обратился, когда все начиналось. Седомет, зная твои качества управленца, твое знание в менеджменте и так далее, ты можешь с людьми работать. Вот патриотический момент. Власть такая нехорошая, не дает людям землю. Помоги, вот ставим ряды, чтобы народ сегодня, народ Крыма, когда этот разговор у нас состоялся, там все присутствуют, всей национальности, потому что сегодня мы живем в одном доме. Я вот на прошлой пресс-конференции говорю, так сложилось исторически, сегодня мы вместе здесь, и нам надо жить дружно, по-добрососедски, потому что сегодня так. И поэтому, он сказал, да, я дал свое согласие. Не для того, чтобы там делать бизнес и так далее, а сегодня, когда нас, тех людей, которые бросили свои дела, свои семьи, которые круглые сутки, практически 24 часа в этом режиме работают, для того, чтобы этот вопрос закрылся, чтобы не было это будоражащим фактором сегодня. Сегодня любую прессу возьми, поляна протеста, самозахват, и каждый чистоплотные, нечистоплотные силы стараются заработать на этом себе политический капитал. Зачем это делать? И сегодня мы стараемся быстрее этот вопрос закрыть, быстрее, чтобы он стал в законное русло, чтобы он начал решаться и чтобы снять это. Но кто-то, мы называем это деструктивными силами, потому что, как говорят, у мафии нет национальности. Мы не называем это мафия. Это пусть уже власть разбирается в этом вопросе, кто там и что делает. Но мы сегодня видим, что эти деструктивные силы не хотят, чтобы этот вопрос закрылся. Почему? Потому что на нем можно заработать политический капитал. И мы видим, как это зарабатывается. Всеми практически. На последних событиях, даже если взять феодосийские события, и там об этом сказал. Кому не лень, все стараются на этом заработать. Поэтому мы четко и твердо стоим на этом. И поэтому мы стараемся работать напрямую с властью, с Василием Георгиевичем Джарты, с его кабинетом, для того, чтобы и рассказываем правду, реальную ситуацию по этому вопросу, для того, чтобы вопрос этот закрылся, чтобы прекратили будоражить, во-первых, общественность, и прекратили на этом зарабатывать политический капитал. И я вам хочу сейчас сказать самое главное, что никакого интереса у нас, бизнес-интереса нет. Какой может быть бизнес-интерес? Но я по праву могу взять 1 час. По праву. Я же не могу взять 10 участков, я же не могу гектар взять и потом его потихонечку там кировать. Во-первых, есть на это органы, которые следят за этим, чтобы этого не было. Во-вторых, мне это не надо. Ну что я могилу с собой все заберу, что ли? Я верующий человек. Вера нас воспитывает быть скромным и умеренным в своих желаниях. А нас рисуют жадными, корыстными негодяями.
Главное наше присутствие, главное наше вот это независимое движение в этом вопросе, в решении вопроса полян протеста, земельных полян протеста, это чтобы народ получил землю. Все. Это главный лейтмотив. Мы и есть народ, мы выходцы из народа, и мы хотим, чтобы мы взяли это и успокоились на этом, в этом вопросе. Это вот по первому моменту. Это вот